можно. Qo'an barqaga ya Allah izindeyim. Douglas Samuel Alosq. Ой, да я гисин хум езарец, да елда. Değil daha ibah kasa. Кок хавен. Ца. Мой дызе. Ца усал хум дица даже карца бог. По крайней мере, вот такой вид я нигде не наблюдал, нигде не видел. Ассаламу алейкум. Я рад приветствовать вас в нашем очередном выпуске. Мы сегодня едем в очень красивое место, высоко-высоко в горы нашей необъятной Чеченской Республики. И куда именно мы направляемся, вы узнаете через несколько минут. Если уже не узнали из описания этого ролика, мы доехали до селения Бамут и встречаем такой прекрасный рассвет. Присаживайтесь поудобнее. Пока мы не начали, у меня есть к вам небольшая просьба. Если вы не подписаны, подпишитесь, напишите комментарий и в конце этого ролика поставьте лайк. Именно вот эти действия нас очень сильно мотивируют. Любая ваша активность приветствуется. И помогает. Да, очень сильно помогает. И давайте посмотрим на это в хронологическом порядке. Вернемся назад. Договорились встретиться в 4 часа, но Джамлей опаздывает и не берет трубку. Ахмад ему звонит. Джамлей у нас не просыпается. Вот такие дела, и погода тоже. Ахмад, как ты думаешь, погода наладится к тому времени? Не знаю, Аллах знает. Оу. Вала, он не берет трубку. Да, походу, не просыпается. Поезжай к нему домой. Ты же знаешь, где он живет, да? Ты знаешь, где он живет? Так, звонит мне товарищ наш. Тоже звонит Джамлейлу. Джамлей, вот такие проблемы ты нам сделал. Так, сейчас скину адрес Джамлейла. И он сейчас поедет к нему домой. Всегда проблемы делает. Да, Джамлей всегда делает проблемы. И будет биться в ворота, пока ты не проснешься. И пока твои соседи тоже не проснутся. Сегодня у нас дорога длинная, и поэтому мы хотели собраться пораньше, но, как вы видите, не получилось. Наконец-то наш спящий красавчик проснулся. Джамле, что ты скажешь о своем оправдании? В первую очередь. Никакого оправдания. Ночь, брат, на дворе. Я спал. Я просто спал. Мы же договорились. Ну там сон главнее, мне кажется, был в этой ситуации. Ну да. Короче, нормально. Чуть-чуть сбились с графика на 1 час буквально. Но, иншаллах, успеем. Все, погнали тогда? Погнали. Быстро, бисмилля. Давай. Очень сильный туман, видимость нулевая. Но все равно мы едем. Мы рисковые ребята. На спидометре. Амад, сколько там? Что? Амад даже боится на спидометр посмотреть. Мы остановились в Алхан-Юрте. Закупаемся продуктами. И вот эти магазинчики работают тут круглосуточно. И здесь, как вы видите, все необходимое есть. Тебе вяленую хурму взять? Давайте. Так, мы проехали первый погранпост. Говорят, тут их несколько.
И, Джамлай, скажи нашим подписчикам, куда мы направляемся. Не только подписчикам, зрителям. Направляемся мы в так называемый Дом Красавицы. Это в районе Галанчожского озера, да? Да. Недалеко, по крайней мере, находится это место. Там есть и башенный комплекс, как я слышал. Ну, убедимся, я думаю, да? Узнаем, посмотрим. Да, мы там не бывали, в Ютубе посмотрели там несколько роликов, и нам было интересно туда поехать и, естественно, показать вам. И мы это обязательно сделаем сегодня. Ну, кардаться. Ой, да, хагор. Вот вам наглядный пример, что значит вода камень точит. Амот, давай поднимемся чуть выше и посмотрим, что там. Думаю, и нашим зрителям будет интересно увидеть это. Амот, возможно там подняться? Думаю, да. Все, давай. Попытайся. Попытка не пытка, как говорится. Ну только поосторожней. Ну, без проблем. Какой вид здесь? Поднимай. Меня не забудьте. Давай, присоединяйся. Зahmet o video hakikaten. Det då det det. Det gjorde det. Pişir. Har väckt mig aldrig kvart in alla. Давай, Джамлой. Да, вот так. Друзья, посмотрите, что мы нашли тут. Посреди вот этих скал, и это место очень узкое. Но все равно тут есть вот снаряд от миномета. Я надеюсь, что тут не будут медведи и дикие животные. Джамлай, как ты думаешь насчет этого? Тут не опасно? Медведи разные там, ну, животные, понятно. Говорят, еще и леопарды есть. Вот это странно. В горах Чечни леопард, это я такого не слышал. Так что будьте осторожны, у нас и леопарды водятся. Ух ты! Машаллах. Машаллах. Амат, вода холодная? Очень холодно. Давай сегодня не будешь купаться, оставь это дело. А то он рисковый парень у нас. Экстремал. Все, давай, Джамлай, поедем дальше уже. Да, давай. Не Мы, будем в принципе, опаздывать. В принципе, на сколько? На 5-10 минут, наверное, выбились, да, из этого графика, из маршрута, в принципе, наверное, именно посмотреть эту расщелину. В принципе, покажешь, я думаю, всем. Показал уже. Всё. Посмотрите, какой гриб нашел Джамлай. Я не ботаник, но по моим предположениям это гриб, да, у него есть ножка, и он, наверное, как-то раскрылся, так как пустота, вернее полость, и там ничего не находится. Я не думаю, что оно было изначально вот таким вот, это растение. Да, зрители, если вы знаете разновидность этого гриба, напишите в комментариях. И нам будет интересно. Оставим? Давай. Ты смотри, я здесь маленькие вижу. Вот он. Да. Подниматься-то мы поднимаемся всегда, Джамлай. Вот как отсюда спуститься? Ага, Смотри. давай спросим у Амада, он уже успел это сделать. Как-то выглядит страшновато, да, картина? Честно, даже очень. Назад спускайся. Да, давай. Сейчас попробуем. Давай продемонстрируем нашим твоим зрителям. Какой ты выживальщик. Так, все, думаю. Давай камеру сюда. Шаймамад, мы здесь поднимались, да? Просто я уже дорогу забыл Да, поднимались. за эти 5 минут.
Очень живописное место. Мы издалека увидели на этой возвышенности башню и подняли дрон, засняли. И вот что из этого получилось. Посмотрите, зацените. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا. Это только начало, дальше будет еще интереснее. Мы половину пути не проехали, уже снег начинается здесь. У нас возникли непредвиденные обстоятельства. Коротко, проблемы. Так, наш водитель Амод говорит, что по этой заснеженной дороге мы никак не проедем с летней резиной. И к очень большому сожалению мы должны отсюда уже поехать в обратную сторону. Но все равно мы не отчаиваемся и снимем для вас контент по-любому. Но очень жаль. Жамле! Разобьем палатку? Попробуем. Хотя бы выпьем чай за подписчиков и за наших зрителей. Смотри, что говорит Амад. Я не хочу рисковать сегодня, честно говоря, мама. А то он рисковый парень у нас. Экстремал. С летной резиной там никак не могу там поехать. Посмотри, туда вообще большой спуск. Все, мы поняли. Давайте тогда найдем интересное место в горах, таких немало, и давай разобьем нашу палатку, как сказал Жамле. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Шейх Мамад, у нас Ахмед делает разведку местности. Ищем место, где поудобнее сесть. И самое главное, чтобы был располагающий обзор. Посмотрим. Амод. Амод, ну что там было? Там очень красиво. Там очень красиво, но у нас есть еще одно место на примете. Посмотрим там. Если там не понравится, вернемся сюда. И вон на вершине разобьем палатку. Большие травы там что-то.
قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم Шейх Мухаммад, мы прибыли, мы на месте. Да, вот про это место я говорил. Просто какая-то фантастика. Мы как будто приближаемся к логову дракона, и как-то не хочется нарушать эту многовековую тишину. Жамле, вы со мной согласны? Как будто оттуда сейчас что-то должно выскочить, такое ощущение у меня. Такую картину я в своей жизни не видел. Это просто невероятно. Словарный запас кончается, когда видишь вот это все. Так и хочется восхвалять Всевышнего, Творца небес и земли. Жамлет, добавь от себя. Хоть мы не добрались до того места, куда планировали. Угу. Сколько нам оставалось, Амад? Километров 40, по-моему, да? 40-45. До точки, скажем, назначения. Но, по крайней мере, вот такой вид я нигде не наблюдал, нигде не видел. Такую большую расщелину я не знаю, в республике, если есть. По крайней мере, мы до нее не добрались. Да. Амад, что ты скажешь? Думаю, здесь оставаться очень опасно. Здесь оставаться очень опасно. И ты сегодня как никогда не хочешь рисковать. Да. Сегодня Амад максимально расположен к безопасному путешествию. Быстро уедем. Будем отсюда доверять лучше. нашему гиду. Не, Жамлей, я думаю, что мы это сделаем. Мы спустимся вон туда и покажем. Хотя бы вон те сосулечки, да, которые прям очень большие. Да. Да, на случай чего будем снимать от первого лица. Так, шапку тоже возьму. Все, погнали. Жамлай. С виду как-то все просто, но не все так просто. У нас сейчас идет некий спор с шейх Мухаммадом, что вот эти вот углубления, они могут быть некими пещерами. Я предполагаю, что они образовались из-за воды, наверное. Вода накапливалась, выбивала, наверное, вот эти вот куски камня. И все, и образовались вот такие вот углубления. Ну, в виде пещер, да, в принципе, они похожи, но я не думаю, что это прям такие глубокие. И Продолжай. Смотри, Жамлай, на это как будто смайлик. Вот глаза и вот такая улыбка. Смотри, у тебя очень даже творческий взгляд на такие вещи. Молодец. Спасибо за комплимент. Абсолютно. Абсолютно.
Ух ты. Лед трескается под ногами. А? Вот здесь такое небольшое углубление, и Джамлей говорит, там наверху тоже есть периодически такие углубления, и вода тут накапливается и идет вниз. Главное, Джамлей, не стойте под льдами, под этими сосульками. Ух ты! Так, вот такой проемчик сделаем тут. Сейчас моим рукам будет очень холодно. Как вам такой кадр? Мои руки полностью покраснели, даже часы запотели. Вроде, когда ты смотришь на это, там ничего такого нету. Ну а когда приглядываешься и смотришь изнутри все, вот такая невероятная картина получается. Давай вот так камеру поднимем и... Джамлей. Да. Ну как тебе? Просто все замечательнее и прекраснее становится. Думаю, пришло время нашей фирменной фразочки. Это невозможно передать словами, это надо видеть. Весь вот опять в этой сене, соломе, Да, и плюс еще задохнулся. задохнулся. Как я сказал, говорил с Ахмадом, это из-за кислорода. Он слишком насыщенный, Да. и наши легкие, не привыкшие к этому воздуху, быстро устают. Это нормально. Передышку делаешь, мама? Там Всё, сделаем. я уже Поехали, готов. поехали. Так, GoPro еще балбяш. Так. Там опасно, Джамлей, вот. Если туда подойду, не упаду. Так, сейчас попробуем. Аллаху акбар, салсинш. Уф, Так, Джамлей говорит, что вот где-то там адреналин просто зашкаливает. А у меня тут уже начинается мандраж. И так я боюсь высоты. Здесь Джамлей был прав, я с ним согласен. Реально адреналин зашкаливает. И Джамлей еще и эмоции, которые вот эти места дарят нам, это ни с чем не сравнить. Дай Ахмаду сказать. А вы видели такие красивые места, кроме как Чеченской Республики? Да, видели. В Северной Осетии тоже было очень красиво. Друзья, кто не смотрел этот выпуск, на этом канале есть ролик. Ссылка выскочит где-то вот здесь. Посмотрите. Вот здесь? Джамлей, смотри, вон там наверху камень застрял. Да, действительно. Если бы эта расщелина не была бы тут такой широкой, я думаю, что и этот камень там застрял бы. Также нависал бы, да, над нами? Да, да. Похоже, что оттуда упал. А Да? мне кажется, знаешь что? А. Скорее всего, этот камень держит эту расщелину, чтобы она не сдвинулась. Как вы думаете, друзья? Опасными делами сейчас будем заниматься. Я хочу вот эту сосульку оттуда оторвать. И Домой отвезти. да, здесь даже оставаться опасно. А главное, чтобы вот эти все не упали. Так. Уйда, забудила. Надо вот так.
чтобы другим было безопасно. Да, конечно, ты за других беспокоишься. Молодец. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Мы вернулись обратно и приглядели место для привала. И мы будем здесь устанавливать нашу палатку, подготовим это место. Вот этот день мы проведем здесь. Здесь как раз для нас есть мотивация. После обеда мы будем подниматься к этим башням. Ахмад хочет увидеть эти башни изнутри. Ахмад, ты точно уверен, что хочешь туда подняться? Я думаю, что это будет нелегко. Да, я очень хочу, что там внутри. Посмотреть, да? Хорошо, тогда так и сделаем. Джамлей и Ахмад установили палатку. Палатка устанавливается легко, и они сделали это быстро. Палатка четырехместная, вместительность очень хорошая, и давайте покажем вам нашу хату изнутри. Так, у входа обувь снимаем и заходим. Палатка изнутри очень просторная, места всем будет хватать. Так и хочется уснуть крепко, набраться сил, проснувшись, подышать этим горным свежим воздухом и прогуляться вот по этим горным вершинам. Пока я делал обзор палатки, Ахмад уже все подготовил, организовал. И Джамлей, что скажешь? Давай я сейчас подойду к тебе чуть-чуть. Намечается знатный обед. Ты будешь Знатный ему? обед. Да. Я честно проголодался сильно. Да? Да. Все, тогда налетай. Что у нас сегодня будет на обед? Сейчас будем жарить картошку, точнее картошку фри. Угу. И после этого посмотрим ваше поведение. Все хорошо тогда. Ахмад, это что ты туда добавляешь? Это приправа картошка фри. У нас время отдыха, а Джамлей проводит время с пользой. Джамлей, прочитаешь нашим зрителям цитату? Да, найдется одна цитата для нас, для всех. Делай то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Теодор Рузвельт. Теодор Рузвельт. Это то, что мы сейчас и делаем, да, Джамлей, согласен? Абсолютно. То, что мы не просто делаем, то, что мы любим делать, то, что у нас лучше всего получается, я бы даже сказал. Плюс при этом никому не мешаем. Да. Оцените цитату от Джамлейла. Напишите комментарий, Джамлейлу будет приятно. Ахмад, Жан, мы тебя слушаем внимательно. все красиво, все четко. Покушал, доволен? Да, очень. Спасибо. Все благодаря тебе Благодарю. и твоим навыкам в кулинарии. Все, давай, я спать. Так, мы хорошенько отдохнули, покушали и собрали все необходимое снаряжение. Вот эти башни, которые мы показывали вам с дрона, теперь мы покажем вам эти башни изнутри. Такой у нас мини-поход будет. Экспедиция, я бы Да, сказал. да, экспедиция.
Мы достигли первую стен этих башен и смотрим и любуемся, как красиво сделана вот эта арка. Такой своеобразный горский орнамент, я бы сказал. То есть Да. не из цельного куска, как было в Шаро, если ты помнишь, да? Ага. А из кусков. Даже сейчас красиво. Например, мне нравится. Да, Жамла, хорошо, что ты упомянул про Шарой. Если вы не смотрели, посмотрите. Приятного вам просмотра. Ссылка, как обычно, вот здесь. Аллаху Акбар. Амуд, подойди поближе. Посмотри. Здесь опасно. Здесь очень опасно, но смотри, какая кладка вот этих камней. И Осторожно. ни одна из камней не имеет четкой геометрической фигуры. Все камни, как вы видите, вот такой формы. К этой башне мы не видим никакого доступа, но все равно мы через вот эти скалы попытаемся туда подняться. Так это и не башня, я бы сказал, наверное, какая-то стена между скалами. Только причину постройки ее и, в принципе, как им удалось, я понять не могу, честно. По крайней мере, отсюда. Ну, Жамла, я тебе скажу, просто так из-за прихоти они ничего не строили. Однозначно. То есть какую-то функцию эта стена, наверное, по-любому несла. До конца. Жамла, давай, прежде чем мы будем показывать вот это и пытаться туда подняться, спустимся чуть вниз и посмотрим на интересное основание этой башни. Смотрите, вот эти скалы служат основанием этой башни. И эта башня имеет такую округленную форму. Даже если ты туда поднимешься, спуститься будет почти невозможно. Да, мне или придется спрыгнуть, что приведет к каким-то увечьям. Ну или же не знаю. Не надо рисковать. Я здесь прям уперся. Я даже если и прыгну, в принципе, мало чего достигну. Мы думаем, туда есть вход с другой стороны. И мы сейчас посмотрим и проверим. Вы себе не представляете, какой крутой тут обрыв. И как опасно тут вообще находиться. Просто если ты наступишь туда, куда не надо, и трава тоже очень скользкая, ты упадешь в эту расщелину, и все. Так, как вы видите, у меня только одна рука, и я возьму камеру в эту руку, чтобы чуть что ухватиться. Так, мы поднялись на самую вершину, и отсюда вид просто невероятный. И голова тоже начинает кружиться. Мы, вот смотрите, вот позади меня крутой обрыв. Очень крутой, брат, очень. Жамлай, ты советуешь сюда подняться, несмотря на эту опасность? Думаешь, стоит со мной советоваться? Стоит. Да, тогда советую. О. Однозначно. Так, друзья, оттуда нам кто-то кричит, и были слышны очень сильные крики. И Зовы о помощи. да, зовы о помощи, и мы сейчас попробуем туда быстро поехать. Кто-то нам кричит, у кого-то, видимо, беда. Дай Аллах, что все будет с этим человеком в порядке. И с нами тоже.
без приключений у нас не обходится вообще. Так, друзья, мы на адреналине. Куда мы поднимались минут 30-40, спустились где-то 5 минут от силы. И сейчас едем смотреть, что с этим человеком произошло. И иншаллах, еще раз скажу, что все, надеемся, что все будет хорошо. Друзья, оказывается, ситуация была такая. Мы подъехали к посту, и ребята нам сказали, что их товарищи пошли на охоту, и они кричали им, а мы кричали им навстречу, и наши разговоры как-то пересеклись. Мы думали, что там кто-то ранен или что-то нехорошее произошло. Но в итоге, слава богу, ничего плохого не случилось. Все хорошо. Все закончилось тем, что нас пригласили на чай. Правда, пришлось отказаться, так как время уже и поджимало, во-первых. Тут уже до захода солнца остается буквально считанные минуты, поэтому надо собраться. Если не сделать это по светлу, мы, наверное, забудем кое-какие вещи, поэтому приехали обратно. И, друзья, на этой экстремальной ноте мы с вами прощаемся. Да, к сожалению, у нас не получилось подъехать к нашей назначенной локации. По каким причинам вы уже знаете. Но мы не отчаялись, сняли этот контент. И думаю, получилось тоже неплохо. Мне будет интересно, как вы оцените сегодняшний наш труд. Как обычно, поставьте лайк на это видео, подпишитесь, напишите комментарий, а мы с вами прощаемся. В следующем выпуске, иншаллах, мы обязательно туда поедем, поставим зимнюю резину. И все, ассаламу алейкум. До новых встреч.